Открывая брифинг, министр здравоохранения Томас Цахнакия сообщил, что за последние дни санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась. Накануне положительные результаты на COVID-19 были выявлены еще у 4 курсантов российских военных вузов, находившихся на самоизоляции в пансионате Айтар. Они все госпитализированы в Гудаутскую центральную районную больницу. Как известно, она у нас ковидная клиника сегодня. Это преимущественно наши курсанты. Состояние их всех удовлетворительное. Они проходят весь комплекс необходимых лечебных мероприятий на сегодняшний день. За весь период пандемии в Абхазии зарегистрировано 24 случая COVID-19, из которых одна женщина преклонного возраста скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 3 пациента выздоровели. На сегодняшний день лечение в Центральной Гудаутской больнице проходит 20 человек. Все необходимое для лечения пациентов есть, полный спектр медикаментов, которые применяются в лечении этой категории больных. То есть противовирусные препараты, антибактериальные и другие средства. Также осуществляется трехразовое питание этих больных. У нас из расчета на 700 пациентов все медикаменты есть. Из расчета на 700 пациентов. 700 коек одновременно мы можем по всей республике развернуть, даже 750 коек, если это понадобится. Но в условиях Гудаутской больницы это 350 коек. На сегодняшний день 20 занято в инфекционном корпусе, дополнительно там еще развернуты. На данный момент у нас 40 коек в инфекционном отделении именно. 40 коек, в том числе и палаты реанимации, где при необходимости мы можем проводить искусственную вентиляцию легких. На режиме самоизоляции в пансионате Айтар на сегодняшний день находится 187 человек. По словам Томаза Цахнакия, все они будут обследованы в положенные сроки, и в случае получения отрицательных результатов на COVID-19 их отправят домой. Многие курсанты уже отпущены из обсервации после прохождения 2-недельного карантина. Вчера мы выписали 52 человека, у которых были отрицательные результаты и никаких клинических признаков. И там также созданы все необходимые условия, то есть там и медицинское сопровождение, и трехразовое питание, санэпидслужба осуществляет свои функции. То есть все в полном объеме проводится, как это необходимо. Томас Цахнакия также подчеркнул, что осуществляемая в рамках Республиканской бактериологической лаборатории ПЦР-диагностика является достоверным исследованием получения результатов на COVID-19. Кроме того, накануне Минздравом были получены экспресс-тесты. Вчера мы также приобрели экспресс-тесты для диагностики иммуноферментного анализа на 1000 исследований. То есть, соответственно, и эти экспресс-тесты, они будут использоваться по назначению там, где это необходимо, по соответствующим показаниям. Мы уже заключили соответствующий контракт на приобретение компьютерного томографа фирмы Toshiba на 64 среза, который будет, установлен в Гудаутской больнице. И, соответственно, это улучшит и качественные характеристики в части диагностики, хотя и рентгенологическая диагностика сегодня она достаточно информативна, и мы пока пользуемся этим методом исследования. Несмотря на ухудшившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, правительством были сделаны некоторые послабления в рамках соблюдения ограничительных мер. Томас Цахнакия прокомментировал и причину принятия такого решения. На самом деле послаблений несколько. Если посмотреть последнее распоряжение президента, там несколько послаблений. Основные пункты все остались в прежнем режиме. Послабления коснулись только условий работы рынка, продуктовые магазины, безусловно, работают. И что касается транспорта общественного, скажу, что здесь возникали определенные проблемы, вы знаете. И то же самое касается и системы общепита. Ведь в общепит должен быть в рамках этого распоряжения открыт, но с определенными условиями.
Вот сейчас осуществляются проверки, тщательные проверки этих заведений. Министр в очередной раз подчеркнул, что в случае несоблюдения санитарных норм на объектах общепита и в местах предоставления различных услуг они будут закрыты. Особые условия введены и в общественном транспорте. Гулгу Савардани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.